Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые дамы и господа! И сегодня, как всегда, с вами программа «Старителлинг по-русски», и я ее ведущая Наталья Коневец. И мы с вами сегодня находимся в Питере. Эх, нам бы в Питере пить, но мы сегодня решили все-таки с вами сделать программу и пригласили из Татарстана, из города Казани, двух красивейших женщин, которые достигли огромных успехов в своих областях. Сейчас мы их представим. Виктория Михайлова, издатель бизнес-журнала Республики Татарстан и Южного федерального округа, вице-президент закрытого клуба «Деловые женщины России». Добрый день, Вика! Добрый день! Рузеля Сафина, продюсер, режиссер концертных программ, автор-исполнитель, заслуженный работник массовых коммуникаций печати Татарстана, шеф-редактор газеты «Акчарлак», Исес Мисыс. Добрый день, Рузеля. Хайрлы көннәр, рәхмәт сезгә. Добрый день. Да, ну что, я знаю, как всегда, в прямом эфире сейчас обязательно нас весь Татарстан слушает, и поэтому иногда мы будем переходить на татарский, так что возьмите наушники, чтобы там сразу шел перевод на русском языке. Ну, продолжаем. Рузеля, я не скрою, что действительно мы не просто с тобой уже знаем друг друга, мы стали уже друзьями. Не один раз мы были и в Москве, и передача «Старителлинг по-русски» снималась с тобой, и ты стала лауреатом национальной премии «Старителлинг по-русски» 2. И мы с тобой вместе были в делегации Объединенных Наций в Женеве, где отстаивали наши права женщин. И уже сдружились. И мне поэтому так приятно, что сегодня мы, Викочка, Рузеля, сегодня вот мы вот эту передачу дружной компании проведем, потому что, конечно, сподвижником всех наших с тобой встреч, Рузеля, является Виктория Михайлова. Да. Без нее мы никуда. Да. Это такой, знаете, такой хороший сподвижник наш везде. Любые интересные мероприятия всегда исходят вот от харизмы Вики. Викочка, ну давай, расскажи нам про то, что ты сейчас делаешь? Бизнес-журнал. Я знаю, что и Рузеля у тебя в бизнес-журнале снималась. Ну, кстати, я хочу сказать, мы даже не приоткроем завесу, так и есть. Рузеля была первым участником в Москве лица с обложки в рамках «Старителлинг по-русски». А потом уже все вытекающие вещи вышли именно из этого. Что я хочу сказать? Вообще большое значение имеет как бы журнал в жизни любого человека, который делает бизнес. А бизнес-журнал, кстати, я вам его хочу показать. Бизнес-журнал, он помогает вам строить ваш бизнес в полноформатном масштабе. Поэтому не случайно мы с Рузелей приехали в очередной раз, но уже теперь в Питер, а не в Москву, для того, чтобы в преддверии продолжения 2-й национальной премии, российской национальной премии «Сторителлинг по-русски», в рамках проекта «Сторителлинг по-русски» мы запускаем проект в Татарстане «Сторителлинг по-татарски». И, естественно, Наталья, мы ждем вас как основателя этого проекта 3 августа. И, естественно, сегодня мы будем говорить о том, в чем история успеха Рузели Сафиной и почему эта женщина меняет мир, меняет свои взгляды на него, при том, что у человека сложившаяся история, и я думаю, что сейчас Рузеля сможет нам рассказать, что ее вдохновляет и почему она хочет меняться даже в период собственного успеха. Угу. Спасибо большое, да. Когда вот я слушаю тебя, Виктория, я вспоминаю вот свою молодость, да, когда мне вот парень мне сказал, я красивая, и мне было неудобно. Вот когда ты сейчас говоришь про меня, мне тоже неудобно. Ну, как ответить? Я даже не знаю, как и все. Вот мне хочется каждый день что-то делать. Каждый день вот это может даже вызов к себе. Я даже это не могу сказать. Но я не могу в одном месте стоять. Хочется все хорошее, что-то искать и воодушевляться, и людей вдохновить. Вот у меня такая цель.
Ну. Ведь ты смотри, Я смогла Рузеля, объяснить, нет? да, да, конечно. Я просто хочу сказать, что вот ты как раз одна из первых женщин Татарстана, которая поддержала идею сторителлинг по-татарски. Именно рассказ историй, вот эти старинные сказки о женщинах. Ведь на самом деле сторителлинг – это рассказ историй, как сказка. Это еще было 12-13 век, это же мы ничего нового не придумали, если говорить откровенно. Мы вернулись вот к тем, скажем, эпосам, к тем историям, которые рассказывали наши там прадеды, прабабушки. И вот это как раз сейчас изюминка 21 века, хорошо забытая старая. И ты одна из первых. Вот что, Но я почему? Я хочу сказать, да? Да. Почему? Потому что вот в моем возрасте я В смысле, уже... 25 лет? Да, 25, да. Мне хотелось уже другое. Вот в жизни я, да, на самом деле достигла что-то. И муж уже достиг А кто своего... у нас муж? Народный артист Татарстана Габдельфат Сафин. Ну вот и хорошо. И вот мне сейчас вот в эти моменты, когда меня Виктория пригласила в Москву на передачу, у меня были такие моменты, я хотела сама развиваться. А когда женщина хочет, это она сделает. Вот мне и понравилось, после этого всего пошло все, хочется все. Что все в гору. Да, в гору выходить и себя показать, и показать, что ты умеешь, что-то у тебя внутри что. Вот именно у меня такая цель. А внутри у меня много, очень много, которые я могу дать, потому что вот сейчас мне пишут, вот, когда вот куда ты ходишь, сходишь, куда тебя приглашают, человек даже незаметно, не замечая себя, она открывается. И у меня тоже такое же случилось. Я вот с каждым днем после ваших передач, после вот всех выступлений, я открываюсь. И я благодарна. Аллах шикар. Хорошо. Ты продюсер своего мужа, да? Или... Продюсер, организатор, режиссер. Вот, потому что у нас это как бы мы в регалии не записали. Я да, более что... того хочу да. сказать, я как бы не хочу никого перебивать, но на самом деле, если говорить о Рузеле, почему именно сторителлинг? Потому что я знаю, что она полна творческих планов. Притом таких планов, о которых еще никто не знает. В общем, Так, может быть, сегодня узнает? Ну вот я и хотела бы, чтобы Рузеля приоткрыла завесу своих намерений, потому что намерения великолепные, и дальше по ходу действия, я думаю, что мы узнаем гораздо больше интересного. Если вот скажешь, потом придется вот это выполнять. Да, вселенная, вот да, 3-4 года тому назад, вот при встрече вот с Минтимером Шариповичем, я сказала вот при разговоре, он интересовался, сколько у нас 40 тысяч тираж газеты «Акчарлак». И когда он посмотрел нашу газету и сказал, неужели это по подписке столько людей подписываются? Это на самом деле. И я начала свои планы рассказывать. Я говорю, я хочу еще этот театр создать. Этот театр должен быть театр Акчарлак называться. И он посмотрел, ничего не сказал. Но сколько вот 4 года прошло, а сейчас вот я именно, по-моему, к этому иду. Но я бы хотела, чтобы мы все-таки Акчарлак сделали перевод. Чайка. Прям Чайка, МХАТ. да. У нас МХАТ в Татарстане. Да. Да? Чайка. Вот поэтому действительно, посмотри, какая уникальная идея. И мы сегодня сможем ролик даже посмотреть, да, по твоему театру Акчарлак. Но это не моя театр, но я иду. Творческий ролик. Пока я иду к нему. Да, и у тебя даже стихи, по-моему, есть. Стихи тоже есть. Я люблю стихи читать, да. Да, потому что, да, видишь, творческая натура, поэтому ты только читаешь стихи или ты пишешь? Я и пишу, но сегодня я буду читать. Это не мои стихи, это который живет в Москве. Я ее книгу издала. У нас ведь издательский дом тоже Акчарлак. Это Залия Нури Ахметова, она в Москве живет. Мне нравится, вот когда же выпускаешь, печатаешь, то есть ты всё читаешь? Читаю я стихотворение, все читаю. И вот запало мне вообще такие стихи, которые вот от души она написала, и читать легко. Это и про меня. Это про тебя, Да. да? Кажется. Ну что, тогда одеваем наушники, потому что стихи будут на татарском языке, и Рузеля сейчас с удовольствием своим соотечественникам прочтет. Ну а мы надели наушники, слушаем.
Юллар, юллар, кая ашыгасыз. Сіз койларға мені шақырасыз. Мин бит инде хәзер бик яш түгел. Зур юлларга бик ашкынмый күңел. Күңел хәзер яшәү ямен тыя. Йөрәккәем яшәү ямен җыя. Күргәннәрен чорный бер йомгакка, чакырса да хыяллар еракка. Юллар, юллар, мин хәзер әкрен, беләм яшәү тәмен һәм кадерен. Ашыкмыйча барам юллар белән. Чөнки юлның күккә тоташканын беләм. Ашыктырмагыз, юллар. Хорошо. Ну, хотя бы два слова все-таки перевод. Да, да, да. О чем это? О тебе я поняла. да, Про о любовь, мне. про твою. О чем? Здесь говорится о том, дороги длинные. Мы должны достичь, ну, например, до 100 лет. Но сейчас это середина вот этого возраста. А хочется сейчас вот уже жить по-другому, осмысляя, что ты живешь на этом земле, на этом прекрасном. Вот об этом. И это все будет у тебя в театре. То есть что ты вот пришла, ты театр Акчарлак создала, и что там будут стихи, или это постановки, или это артисты профессиональные. Театр в привычном слове, как бы в действии. Вы знаете... Или это какие-то все-таки ноу-хау театральные? Или все-таки это театр одного актера бывает и так. Да, да, вы плана. знаете, мы же с 2015 года начали проводить этот «Алтын тавыш алтын акчарлак», «Золотому золотой голос», «Золотому голосу золотой акчарлак». Конкурс, песенный конкурс. Здесь у нас участвует от 50 до 100 лет. Вот в этом году, когда первый раз у нас, конечно, было такой узкая рамка, а в этом году уже было желающих около 400. Огромные. Да. Только из Татарстана или вся нет, Россия? Вся Россия. Были из Башкирии. Популярно уже становится. Да, из Ульяновска, из Тюмени были. Заявки были, конечно, в конце мы только получили из Киева. Тоже киевские татары присылали. Еще откуда-то. Крымские татары, наверное. Крымские татары, да. Да, да. Международные уже. Вот когда в этом году я вот песни их не слушала, даже с ними можно создать театр. Они так поют народно, красиво, вот голоса такие мясистые. И я вот, ну как вам сказать, у меня идеи, они быстро приходят. И если тут же надо работать, и получается изумительно хорошая вещь. Поэтому я пока не могу сказать, это какой будет театр, но пока я готовлюсь сама. Сама готовлюсь. Вот насчет этого конкурса я стала говорить, да. С сегодняшнего дня, вот если я буду вызывать их, они с удовольствием приедут. Им тоже 50, 55, 60. Даже бабушка участвовала 96 лет. Сейчас она нам видеоролики отправляет на наш Инстаграм. Мы ставим. Они живут уже по-другому. Вот вдохновляет меня вот это, и мне хочется еще больше сделать что-то, потому что кто-то на самом деле плачет, например, а кто-то такие благодарности. А после нашего конкурса вот одна женщина, она так раскрутилась, она была фельдшером, сейчас тоже на пенсии, она играет и поет. У нас ведь тоже большой, да. Мы как бы крутили ее, да, а сейчас ее везде приглашают, она везде выступает. Сначала она выступала бесплатно, а сейчас за деньги выступает. Как бабушки. Да. 10 дней она была в Анталии, туда пригласили, она там пела, играла на гармошке. Меняется мир. Меняется мир, да. А вот Но сейчас 80... ты многих вдохновила. Да, вот это для нас вообще вот этот как бы благие намерения, наверное, идем к своей... что у нее есть благотворительный фонд у мужа. То есть вот и в рамках благотворительного даже фонда это вообще реализация вообще таких вещей, которые глобально меняют вообще представление вообще о творчестве.
для людей не только молодых, но и для людей Да, я возрастных. вот через себя, вот я что сейчас испытываю, я для людей то же самое хочу, чтобы они испытывали. Они же вот в детстве или там как вышли замуж, до замужества, они не смогли исполнять вот эти свои желания, И реализовать. реализовать. Вот сейчас у нас вся работа вот благотворительного фонда то же самое, вот эта задача. Развить Я на творчество. своем примере Да. хочу людям показать, что можно, еще не поздно. Но мы Да, у и меня. на твоем примере и покажем сейчас ролик, как происходит это все в театре, да? Можно, да, так, да. Ага. Кеше билгеле бер вакыт яшәп, гаиләдә, шулай ук эшендә ниндидер күләмдә уңышка ирешкәннән соң, аның балачак хыяллары искә чыга башлый. Менә бүген минем дә балачак, үсмер чак, яшьлек хыялларым тормышка ашты. Бу инде әлбәттә сәнгать дөньясы, җыр, шигырь, сәхнә белән бәйле. Миңа гомер буе административ эшләрдә эшләргә туры килде. Оештыру эшләрендә, төрледән төрле яңа проектларда. Бөтенләй үземнең күңелем, хыялларым турында онытканмын. Ә быел шушы теләкне тормышка ашырып, язган җырларымны, шигырьләремне сезгә җиткерәсем килде. Мин үземнең хыялларым аша күңелемдә туган моңны яратам. Һәм сезнең дә күңелләрегезгә барып җитәр диеп уйлыйм. Ну вот вы увидели, и вы, девчонки, еще раз посмотрели этот ролик, и зрители сейчас увидели, и все понимают, что происходит коллаборация. Разные профессии, творчество Да. теперь очень часто соединяются. И это, скажем, тенденция 21 века. И сторителлинг – это тоже тенденция. Так вот, вы стали развивать в Татарстане, причем самые первые. Очень многие проговорили эту идею, как хорошо. В январе готовится сторителлинг по-якутски, где на самая низкая точка температурная, минус 60, где там будем стоять в шкурах и Оленя. Да, оленя, и отмечать эту историю. Но вы первые. Вика, кому пришла в голову эта идея провести, и как вы к этому готовитесь? Ну, тут вообще как бы нет никакой тайны на самом деле. Наталья, глядя на вас, когда мы приезжаем, мы всегда заряжаемся, заряжаюсь я в первую очередь. Для меня это вообще апогей творческого человека, у которого совмещает еще и бизнес, это вы. Поэтому, когда мы приехали на мероприятие «Сторителлинг по-русски», у меня не оставалось никаких сомнений, что в Татарстане мы проект реализуем. Тем более мы приехали с моими подругами, с Фридой Исуповной, с Рузелей Сафиной. То есть мы команда, мы в любом случае мы делаем общее дело, находясь в разных точках Казани. Но сразу, мгновенно мне пришла идея, что обязательно номер 2 национальной премии именно в плане порядкового числа, это обязательно это Татарстан, потому что Татарстан всегда подхватывает самые лучшие идеи московские. А я бы сказала, он сейчас вообще идет в фарватере. авангард. Да, в иногда он авангарде. бывает и в фарватере. Да, И да, иногда даже москвичи у нас выхватывают Да, какие-то да. идеи. Это факт. Вот Это потому что факт. вот идея Розелита, вот петь О 50-100 чем речь? лет, это мы у вас сейчас Да, будем да. учиться. Вот именно. Этот проект, он очень хорошо как бы пересекается. Все нестандартно. Да, совпало. Казалось бы, абсолютно равнозначные там, Мгм. конкурсы, премии, Да, но
идеи, идеи нестандартные. И вот эти нестандартные идеи, они меня всегда привлекают, поэтому мы и место выбрали нестандартное. Мы и совмещаем, мы делаем именно, великолепное слово, коллаборацию. Мы делаем коллаборацию с гольф-турниром, с международным гольф-турниром. И это будет некий симбиоз интересных профессий людей. То есть, естественно, мы знаем, что приедет поддержать нас Москва и наши регионы российские. Возможно, будут гости из-за рубежа, потому что мы ведем переговоры с турецкой стороной, и они дали уже согласие, что обязательно нам как бы представят на этом конкурсе своих дам. Что я хочу сказать? Это очень важно, потому что мы объединяем бизнес, творчество. Мы делаем, я считаю, что мы делаем невозможное, потому что когда еще и подключается спорт-идея, тем более такая, я считаю, апогей спорт-идеи, это гольф, это то, что, ну, даже сама идея для всех и не для всех, для избранных. И здесь пересекается невозможное, поэтому мы радуемся, что в Татарстане будет возможность поддержать и продолжить вашу идею, Наталья, именно сторителлинг по-русски, в рамках сторителлинга по-татарски на нашей родной земле Татарстана. Но я бы еще, знаете, что хотела сказать? Почему я люблю гольф? Это единственный вид спорта, когда цель ставится не прямо, а сбоку. Это тоже апгрейд определенный мозга, и меняется парадигма мышления. Когда ты это осознаешь, то ты думаешь, боже мой, какая прелесть, что девочки в Казани действительно сделали вот эту великолепную коллаборацию. Поэтому мы еще с вами будем играть в гольф, будем петь, ведь нам 27 уже исполнилось, мы можем принять участие у Рузели, и действительно вот эта коллаборация будет великолепной, мы вас приглашаем. Вика еще не сказала, что там и яхты уже нас ждут. Конечно, конечно. И прекрасный ресторан. Поэтому, дорогие друзья, вы можете присоединиться. Свияжские холмы. 3 число. 3 число официально. 3 августа 2019 года «Старителлинг по-татарски». Мы вас ждем. Рузеля, твои планы творческие на будущее немножко сейчас расскажем, потому что мысли материальны, и мы будем их осуществлять. На самом деле мысли, вот менің кішкене вақыттағы ойларым, хиялларым, они реализуются вот сейчас. С детства я о чем мечтала, она уже есть, она уже исполнилась. На самом деле сейчас у меня другие мысли появились, уже более большие проекты. Если сказать, то сказать, если не сказать, можно при себе оставлять. Поэтому я все-таки пока молчу. Можно Но так? С мужем делишься? Кто вот пришла идея, пришла творческая идея, куда ты идешь? Не внутри ведь все оставляешь. Нет, я Первый сначала кто? у Дети, себя. муж. Нет, пока у Где? себя держу. У себя держу, потом Как ребенка. Как ребенка, да. Когда она уже почти готова, тогда делюсь с мужем. Угу. Как часто? Он же может еще принять и не принять. Вот, как часто он принимает твои идеи? Не всегда. Не всегда. Если бы он принял все мои мысли, все мои идеи, то не знаю. Вы были уже, наверное, Да. в космосе. Нет, иногда я же воздух чуть-чуть надо тоже приземлять, да. Но все равно вот я на работе сначала. Есть у меня как бы команда тоже. Делюсь сначала командой. Если они как бы поддерживают, то тогда начинаем. То есть мониторинг все-таки надо проводить в Да, любой да, идее. да. Потом уже происходит этот бизнес-план. И А мы никогда не составляем бизнес-план, хотя это надо делать. Просто я все время, и у меня муж, мы все время делаем по интуиции. Интуиция, что там подсказывает нам, мы это делаем. Ну, во всяком случае, вообще в мире существует 3 «и», да? Ага. Интеллект, инстинкт, интуиция. Нашим инстинктам, ну, в общем-то, мы понимаем, как они произошли. Нашему интеллекту столько лет, сколько нам лет на сегодняшний день, а нашей интуиции тысячи лет, тысячи. Поэтому мы, если действительно умеем прислушиваться к своей интуиции, мы никогда не ошибемся. Поэтому, может быть, это правильный... Почему иногда женщин берут, вот, знаешь, в компании на крупные должности, да, вот все, мужчина, бах, женщина. Только за счет того, что у нас лучшая интуиция. Ну да, я верю, Да, потому что да.
Поэтому, может быть, и не нужен бизнес-план, Рузеля. Нет, мы столько проектов сделали без бизнес-плана. Плановая экономика. Нет у нас такого. Но они, без Аллаха шикар, это успешные, что мы Мгм, делали. мгм. Хорошо. Вика, а у тебя, конечно, я понимаю, что поскольку ты руководишь клубом в Татарстане, закрытым клубом «Деловые женщины России», у тебя много очень проектов, у тебя очень много программ. А что интересного, помимо того, что вы сейчас будете проводить конкурс, вы еще наметили? Какие интересные предложения вы можете предложить женщинам всей России? Потому что сейчас очень многие смотрят, поскольку вы в авангарде, я не скрою, действительно на вас очень многие обращают внимание, как делать клубную историю, как правильно организовывать вечеринки, это же тоже важно, потому что харизма в нашем деле, когда мы Да. работаем с людьми, она просто без нее не Никуда. будет присоединяться то количество дам, которые приходят к нам. Что интересного еще ты могла бы предложить? Ну что, я опять, я все-таки открою завесу, да? Давай. То есть, кроме сторителлинга по-русски, который пройдет 3 августа в Татарстане, у нас есть и был уже реализован шикарный проект. Кстати, Рузеля была одним из номинантов этого проекта замечательного. Это «Женщина года ТОП-50». И, конечно же, сторителлинг по-русски в рамках сторителлинга по-татарски даст нам хорошую базу для того, чтобы реализовать этот проект еще раз и пригласить уже женщин, не только работающих, но просто женщин в прямом смысле этого слова. Просто слово «женщина», «женщина года» будет ТОП-50 2019. И этот проект будет реализован. Пока по датам я могу немножечко вас ввести в заблуждение, но мы думаем, что это будет реализовано в конце ноября, начало декабря 2019 года. Но ты не забывай, что в конце ноября ты в Женеве будешь. Ну, значит, мы Поэтому будем где-то я думаю- выискивать моменты для того, чтобы провести это мероприятие. Это очень насыщенно. Это в чистом виде конкурс. То есть национальная премия это итоги творчества, итоги бизнеса каждой женщины. Конкурс это спортивное мероприятие практически для женщин в творческом аспекте. Поэтому «Женщина года ТОП-50» пройдет у нас, значит, уже в декабре. Хорошо. Тогда вот такой немножко провокационный вопрос. Для чего нужны конкурсы женщинам? Зачем? Зачем они нужны? Может быть, их стало много проводиться. Почему все-таки женские конкурсы пользуются популярностью? Для чего они? Ну, я скажу так. Я из собственного опыта могу одно уяснить, что конкурс женщине нужен для того, чтобы в очередной раз сказать себе, что она в силах быть самой лучшей, самой успешной, самой реализованной, для того, чтобы еще одну точку опоры получить. Потому что не секрет, что с каждым годом у женщин появляется много сомнений в собственной внешности и так далее. Но когда женщина реализована и в творческом плане, и в семейном, ей хочется еще одной точки опоры, как дополнительная точка опоры, чтобы идти вперед и не смотреть на паспортные данные, и чтобы они тебя не смущали. То есть, соответственно, дама, которая реализуется в конкурсах, она себе дает еще одну возможность быть молодой и востребованной. То есть я считаю так. Это мое глубокое убеждение. Рузеля, что Ну, скажешь? я несколько слов только хотела сказать. Да, бывает же люди работают, они говорить много красиво не могут. Это я. Но когда Виктория говорила, вот я вспомнила свою маму. Она говорила, вот я очень хорошо танцевала, я очень хорошо пела, но я же этого не слышала ни разу. Когда она была молодая, я же не видела. А когда мы уже выросли, она тоже не пела, уже не танцевала. Мы не видели. Я вот хочу тебе плюсовать вот эти слова. Это же ты доказываешь еще и детям Историю своим, делаешь. да, историю делаешь, и мужу, и где-то работаешь, и для сельчан, и для всех. Вот я так считаю. Показываешь, чтоб тебя видели, чтоб ты не рассказывала уже, тебя видели и так вспоминали. Товар Вот у меня лицом. так. Да.
Хорошо, Вот. хорошо. Ну, если товар лицом, говорят, еще медицинские клиники помогают Да, да. сделать товар лицом. Да, но это в следующей Наше программе. Хорошо. Девочки, ну, раз вы уже заговорили, что детям, чтобы было что показать, давайте немножко о ваших детях. Все-таки вы знаете, вы не просто красивая женщина, вы прекрасные семьянинки и, конечно, матери. Матери вот в большом смысле этого слова. 2-3 слова. Повоображайте своими детьми. Ну, я, как правило, всегда как-то... У меня за завесой всегда мои дети находятся, но я ими очень горжусь. У меня дочь окончила университет, блестяще защитилась на отлично, буквально 2 дня назад. Поэтому для меня один этап жизненный именно с одним из моих как бы чад, он как бы завершен, то есть она уходит во взрослую жизнь. Мой сын Аркадий, он уезжает в ближайшее время в Лос-Анджелес на небольшое обучение. И, в общем-то, это новый старт для нового поколения детей в нашей семье. И я тоже им горжусь, он футболист, и я думаю, что у него все получится. И, в общем-то, я благодарю супруга, который меня во всем поддерживает всегда. И все, что мы... Привет передай. Да, Евгений, привет, мой дорогой муж. Я хочу сказать, что без наших вторых половин было бы гораздо тяжелее двигаться, и всегда точка опоры, вот она еще точка опоры, это наша семья. Поэтому я благодарю всех своих близких за то, что они со мной рядом. У меня тоже 2 детей. Старшая Аделя, она замужем, есть внук Искендер, Кьев Айрат. Есть сын Зульфат, тоже, как ты говоришь, футболист, но ему уже 24 года, и играет, и спортом занимается, и работает. Я тоже очень горжусь своими детьми, но в этот момент я тоже хочу сказать, вот когда ты сказала, 5 лет, наверное, сыну, мы с ним по эскалатору поднимаемся в магазине, и он мне говорит: «Мама, ты у меня хорошая». Я говорю: «Зачем?» Ты не пьешь, не куришь, не плюешься, матом не ругаешься. Вот сейчас я вот это вспомнила, а сейчас вот эти все качества в моих детях. Поэтому я горжусь, я всех люблю. Привет всем. Ирем Сингадаган Шалаю. Замечательно. Ну хорошо, девчонки, не так много времени осталось. Вы можете пожелать нашим зрителям все, что вы хотите пожелать, потому что в финале нашей передачи, как всегда, будет у нас ролик «Старителлинг по-русски». Мы готовимся уже к 3-й национальной премии, которая пройдет 20 марта 2020 года. И Рузеля уже, пожалуйста, как всегда, в авангарде впереди привезла уже ролик на следующую национальную премию. Ну а сейчас давайте желать зрителям, потому что как прийти к успеху, как стать такими успешными, красивыми, молодыми, перспективными. Ведь я, вот, Вика, наблюдая за тобой, я в Стамбуле, я в Казани, я в Петербурге, боже мой, думаю, вообще, это, то есть, понимаете... Берем пример. Да, то есть откуда столько энергии вот этой вот у вас? Это правда, потому что я понимаю, что мир ускорился, информационный век, мы ничего не успеваем, технологии нас давят немножко, и даже я слышала, что уже и патентовать никто ничего не успевает, потому что технологии настолько уходят вперед. Как не потерять себя как женщину? Как оставаться такой? Пожелайте вот это зрителям, потому что многие зрительницы до сих пор не могут понять, как стать успешным. Дорогие друзья, на самом деле я очень благодарна, кто следит за нами в эфире, кто нас слушает, кто нас видит. Я благодарю Наталью Коневец за то, что она нас в очередной раз пригласила в великолепную студию уже в Санкт-Петербурге, как бы в городе нашем герое. Да? То есть я очень благодарю Рузелю, которая откликнулась на мое предложение, естественно, стать номером 1 в сторителлинге по-русски в рамках нашей национальной премии «Сторителлинг по-татарски». Что я хочу сказать? Дорогие мои дамы, дорогие друзья, оставайтесь всегда верны сами себе, любите то дело, которым вы занимаетесь, горите им. Только огонь внутри дает возможность вам двигаться вперед и оставаться молодым и дееспособным. Поэтому успехов вам, мои дорогие друзья. Спасибо тебе, Виктория. Я тоже присоединяюсь. Сәләмәтлек барыгызга дагы чын күңелдән бәхет телим. Бәрәкәтле булсын тормышыгыз, гаиләгез, уңышлы булсын, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Так, а может чуть-чуть перевод? Чуть-чуть перевод. Перевод. Да, просим. Я желаю всем счастья, бәрәкәтле булсын
Будьте все время... В тонусе? В тренде. В тренде? Нет, богатые, это как Богатый. берекетле. Только богатый. Нет, Наполнено. это богатство, она же, Наполнено. богатство есть, но она же должна быть Духовно берекетле, богатый. и духовно богатый, Духовно да, богатый. да. Будьте духовно богатыми. Чтобы все любили друг друга, это чтоб это не так уж, любите друг друга и уважайте, и цените. Вот. Мгм. Но вы знаете, сейчас в 21 веке появилось такое понятие, как эмпатия. Поскольку мы все сидим в электронике, мы продолжением нашей руки стали наши гаджеты, то, естественно, чтобы не потерять вот этот человеческий облик, вошло такое понятие, как эмпатия. И я, когда делала передачу с американским онкологом, он говорит, еду по Петербургу, и вдруг огромный плакат. Эмпатия приведет вас к успеху. И я тогда думаю, боже мой, это он мне сказал, потому что, говорит, в России, говорит, я не ощущал вот этого. Так вот, девочки сегодня как раз говорили об эмпатии. Обнимайте, любите друг друга, наслаждайтесь друг другом, потому что чувствуйте друг друга. Потому что, конечно, в 21 веке без эмпатии мы не сможем дальше продолжать ничего, потому что в коммуникации 21 века вошла эмпатия. О чем говорили девочки. Ну а сейчас мы вас благодарим за внимание, будем встречаться с вами на следующей неделе, как всегда, раз в неделю выходит наша передача. А сейчас мы будем смотреть с вами ролик Розели Сафиной и благодарим вас всех за внимание. До новых встреч!